Экономическая ситуация в последнее время далека от стабильной. Компании сокращают штат, умирают целые предприятия. Многие вчерашние служащие задумываются о старте собственного дела. Естественно, при этом возникает масса вопросов, как грамотно организовать свое дело. С какими рисками придется столкнуться, где взять деньги на новое предприятие. Для начала давайте ответим на вопрос, что такое финансовая грамотность. В первую очередь, это инструмент. Ведь сами по себе знания особой ценности не имеют, как и любой инструмент, который лежит на полке или пользуется не по назначению. Они полезны лишь при условии грамотного применения. Только тогда они становятся преимуществом, повышают нашу рыночную стоимость и шансы на успех. Знания как таковые сейчас легко доступны. В интернете можно найти практически любую информацию, которая касается финансов. Но что с ней делать неискушенному человеку? Надо уметь применять полученные знания на практике, правильно их трактовать, использовать в нужное время и в нужном месте. А еще лучше поучиться на чужом примере, тем более если он успешный. Как вы уже поняли, сегодня тема нашей передачи про деньги, о предпринимательстве. Вопрос, который следует себе задать, что значит быть предпринимателем? Ведь предприниматель – это владелец бизнеса, и это вовсе не одно и то же. Есть немало предпринимателей, которые работают по найму, и есть бизнесмены, которые, по сути, предпринимателями не являются. И сегодня у нас в гостях Сергей Александрович и Матрена Владимировна Быковы, которые являются представителями семейного бизнеса. Здравствуйте. Добрый день. Первый мой вопрос будет такой. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, как вы решили стать предпринимателем. Моя история предпринимательства началась еще в далеком 2011 году. Я стала индивидуальным предпринимателем, работая уже специалистом в управлении образования. Сама я отучилась на учителя физики в физико-техническом институте. Сегодня, кстати, у них юбилей. И я пришла к этому, чтобы работать как бы легально. Сейчас людям легко, да, можно стать сразу самозанятым, да, как бы предоставлять услуги по своей профессии. А в то время такого не было, поэтому сразу стала индивидуальным предпринимателем и потихонечку начала работать, предоставляя услуги в сфере информационных услуг. То есть вы IT-услуги. Да? IT-услуги. А в то время, вот я расскажу, да, немного. Конечно, рассказывайте. Появились вот электронные подписи, госуслуги. Вот это все я помогала вот бюджетным организациям, предпринимателям создавать электронные ключи, регистрировать их. И это как бы сподвигнуло меня к тому, чтобы открыть, стать индивидуальным предпринимателем. И открыть собственное дело уже в этом направлении. Да. Я работала, и муж мой, Сергей Александрович, с головы до пяток он всю жизнь работал в руководящей должности. Я его сколько лет звала, давай заниматься бизнесом. Вместе, да? Да, вместе. Нет, он не соглашался. Но этот период наступил, и он, думаю, сам сейчас расскажет. Да, ждем вашего рассказа. Ну да, как моя супруга сказала, я работаю, я отучился на инженер-технолога. Я сам производственник. Люблю производство, что-то создавать, что-то какие-то новые идеи, новые товары, продукцию. Я работал на крупных предприятиях нашей республики, также специалистом, также руководителем. И для меня, и в то же время чиновником работал, муниципальной службы, госслужбы, помогал создавать эти программы, которые сейчас гранты, субсидии. В начале я даже участвовал в разработке законов этих. Я всегда в этой теме был. Всегда встречался, виделся с предпринимателями. И для меня было очень сложно понять, что как они со всеми этим справляются. Со всеми проблемами. Как они приходят мне говорят, я там минус ушел, столько-то денег. Как это так? Машина сломалась, которую нужно отремонтировать, там 1 000 000 рублей нужно.
Я его себе не мог представить, потому что у меня была зарплата. Я там считал, что куда, сколько. Для меня вот, например, маленькая какая-то дополнительная затрата, это там поломка колеса, например. Для меня это было уже как-то, ну, больно, так сказать, принимать. И вот этим задашься этим вопросом, и когда я узнал, что, ну, мы узнали, что у нас будет пополнение, решил, ну, поменять свою сферу деятельности. Все-таки надо развиваться, надо что-то менять. Время пришло, и ушел от хорошей должности, от хорошей работы, стабильной, так сказать, и ушел в предпринимательство. И как это? Ну, честно скажу, первое время было это, ну больно, честно говорю, потому что не так просто, когда все на тебе, на ответственность на тебе, это поиски контрактов, это разработка, это кадры, это финансы, клиенты. И очень много приходилось узнавать, и, ну, не так просто было. Сразу говорю, ну, чисто психологически, в моральном смысле. Ну, в физическом, то, что умеешь делать, ты все равно умеешь делать. Как мужчина, как добытчик, ты все равно, ну, идешь вперед, сели. Ну, нормально. Вот уже несколько лет, 22 года официально зарегистрировал свое ООО. И тоже долго выбирал и название, долго выбирал и чем заняться, например. Желаний очень много было. Как первый человек, который начал заниматься предпринимательством, у меня было там 1000 желаний. Вот это нужно решить, вот это можно заняться там. Ну, остановился на строительстве и параллельно транспортной логистикой. Потому что строительство без логистики, ну, да, все равно никак. Да. И уже, получается, 2 года или больше 2 лет? Ну, 2 года, да, получается. Да, 2 года. 2 года вы уже в свободном плавании. Уже, как вы оцениваете, вот это был все-таки успешный старт? Да, успешный. Старт был, ну, первый контракт был успешный. Но до этого был год, который, если сейчас посмотреть со стороны бизнеса, с экономики, бизнес-плана, то неуспешный был целый год. То есть начинаешь, не получается. Или вот мне хочется этим заняться, например, направлением. Начинаешь заниматься, там все, людей собирать, там. А потом первый продукт получил, оказывается, ну, как-то душа не лежит, не мое. Давай этим другим. И вот в течение года в поисках, в течение года в разработках и нашел вот свое, то, что получается сейчас на данный момент. Теперь вы коллеги, да? Да. Коллеги. Как пересекаются ваши направления в бизнесе и ваше направление в бизнесе? Есть какие-то такие общие точки соприкосновения? Вот как все-таки, потому что есть такое понятие же семейный бизнес, да? Вот как оно определяет вот именно в вашей семье? Ну, скорее всего, как мы соприкасаемся? Мы много спорим. Я, например, как индивидуальный предприниматель обычно все делают сами. Мы все сами учим, что-то все пытаемся все сами делать. Мы не умеем делегировать. Ну, большинство. А когда ты растешь, уже вот, например, как юрлицо, да, и вот здесь вот мы начинаем. Я говорю, давай сами сделаем. Ну, это вначале так было. А он же был в руководящей должности и говорит, нет, нужно делегировать. Ну, да, действительно, нельзя, ну, не нужно тратить время, да, на изучение чего-то. Ну, это интересно. С другой стороны, тоже нужно знать, когда ты делегируешь что-то, какую-то работу, нужно знать, что требовать. Для этого же, поэтому нужно знать самой, что я буду требовать. То есть все равно это надо изучить, да, полностью, изучить чтобы потом брать от сотрудника, да, какой отчет предоставить он должен, какие данные он должен, там, допустим, бухгалтерия, да, какие данные они должны предоставить налоговую, какой отчет, в какие сроки, там, не дай бог пропустишь, а штраф-то ложится на юрлицо или на физическое лицо, которое работает в качестве индивидуального предпринимателя. И получается, да, мы дополняем. Я как бы говорю, нужно вот самому тоже знать, а он говорит, нужно делегировать, и как бы вот получается что-то единое. Отлично. А вот если так взять и оценить, вот сколько усилий вы приложили, чтобы прийти к тому, что вы сейчас имеете? Если прям вот оценить, вот, это было слишком много усилий, это было сложно, или это все-таки было не так сложно, но и вы к этому пришли?
само открытие сейчас в современных условиях создания бизнеса технически это очень просто. В течение заявления, там, онлайн, можно даже с телефона зайти, открыть свой бизнес и все документы оформить. Даже как раньше, с папками, с документами не надо ходить. В этом смысле сейчас все очень просто. Сложно было то, что я как человек, который работал на предприятиях, организациях государственных, взять на себя всю эту ответственность. То, что все зависит от меня. Да. И вроде бы сегодня, может быть, то, что что-то сделать можно, откладывать на завтра можно. Никто тебя сверху не говорит, делай это, там, никто план не дает, там, не ругает, там, отчеты не просит, там, еще там какие-то совещания нужно идти. И тут самое главное, сложность в этом было, усилие. Очень большое усилие, то, что вот встать утром, запланировать день, неделю, месяц, хотя бы год. Дисциплинировать, да. И вот по этим целям идти, планом действовать. Часто бывает то, что наметил цель, план, идешь там прямо как в джунглях, там, все режешь, там, мачете. Приходишь, оказывается, не в том направлении шел. И столько времени потерял, столько ресурсов, затрат. Потом возвращаешься на то же место или поднимаешься куда-то, с кем-то советуешься. И в то же время было учиться новому. Потому что каждый день учиться. Вот это большое усилие. Первый раз посетить, например, тот же самый вебинар, который вот торгово-промышленная палата, например, организует, или мой бизнес, например, да, что я же все знаю. Я же все знаю, я производственник, я там полками руководил, там у меня сотни человек, там у меня предприятия, там заводы, несколько заводов, типа. И прийти учиться, да? Да, вообще молодого человека, который там, ни разу это не делал, то, что я делал за столько лет. Я с 7 лет на производстве, чему можно научить? И первый раз пришедший вот к таким семинару, вебинару, тренингу, я вообще был в восторге, в шоке, то, что, это классно, что-то новое научиться. Даже то, что знаешь, повторить. И теоретически, то, что у меня практика, теоретически это как-то еще обновиться. Это было большое усилие для меня. Матрена Владимировна, а для вас? Вот вы уже 11 лет. Для меня усилия только были в том плане, что я много искала информации в то время. Найти информацию было трудно. Вот сейчас предпринимателям легко. Можно даже вот на сайтах посмотреть, в интернете что-то поискать, да. Можно обратиться в соответствующие органы, которые помогут в каких-то вопросах. Консультаций бесплатных очень много. Можно даже воспользоваться услугами, как вести бизнес. Сейчас возможностей очень много для начинающих предпринимателей. Ну да, в отличие в то время возможностей было меньше. И усилий приходилось прилагать, наверное, в поиске информации. Да, в поиске информации. И, наверное, самое трудное для меня было вот с налоговой, да? Я вот как делать вот эти отчеты? В то время же не было таких услуг, как аутсорсинг вот бухгалтерии, да, в то время не было, поэтому приходилось все самой делать, все искать, путем спрашивать, проб и ошибок. Да, проб и ошибок. И, были трудности только с этой стороны. А насколько ваша жизнь изменилась с тех пор? Вот вы уже рассказали, что вы стали себя больше свободнее чувствовать в плане обучения, да, вам легко уже это дается. А вот в семейном, все-таки, в семейной вашей жизни что-то поменялось? Поменялось. Что поменялось? Мы много спорим, но все равно к чему-то приходим. Часто ссоритесь вообще? По работе, да, но по жизни, не так часто. А может, тогда и не стоит вообще вести семейный бизнес? Или все-таки есть в этом свои плюсы тоже? Конечно, есть. Мы же друг у друга учимся чему-то новому, учимся вот сами тоже растем и видим, как, я, например, вижу, как он растет, он видит, как я расту, и как бы мы друг другу говорим: о, ты так сделал, молодец. Мы уже знаем плюсы друг друга, куда, кому нужно идти, мы уже заранее решаем, вот ты туда пойдешь и решишь.
ты сможешь. Вот так вот мы друг другу тоже делегируем какие-то вот функции. То есть вы, получается, в общем и целом друг друга дополняете и поддерживаете все равно, несмотря даже на ссоры, которые связаны там, с распределением денежных средств, там, с отчетностью и там, даже... А спорите ли вы, например, брать или не брать того или иного сотрудника? Бывают такие моменты? Вот мне просто Да. интересно. Бывает, а потом чаще всего я говорю, я же говорила. Так и бывает, я же говорила. Ну ладно. И все, идем дальше, ну мы не зацикливаемся на этом. Сейчас среди предпринимателей существует такой современный тренд, да, это социальная поддержка или участие в каких-то социальных проектах. Как у вас с этим обстоят дела? Есть ли у вас какие-то проекты, в которых вы участвуете, как меценаты, возможно, или ведете какую-то просветительскую работу, возможно? Как в этом плане? Расскажите подробнее. Ну, без этого никак предприниматель. Все-таки предприниматель — человек, который решает определенные задачи и проблемы. Как-никак. Ну, Потому да. что, да, ну, все равно это, к этому идешь. И вот, например, мы вот вступили в торгово-промышленную палату Республики Саха-Якутия. Нас пригласили, мы были удивлены, ну, как-то волнительно. И там очень много таких программ благотворительности по различным направлениям. Все, что сейчас есть, там у них все есть. Поэтому мы иногда и финансово, по мере своей возможности, плюс еще выездные, там, в районы ездим, там, свои, как бы просветительские, консультационные услуги, своим опытом делимся, проводим как наставничество. Обязательно у нас вот начинающий предприниматель у нас консультируется. Мы рады консультировать, потому что во время мы тоже сами учимся. И все-таки предпринимательство — это благородное дело, мне так кажется. Все-таки семейное предпринимательство еще благороднее, потому что там концепция совсем другая и подход совсем другой. Там это больше про честность, вот как это говорят, надо честно быть, более справедливость. Вот это вот наше кредо. Вот перед тем, как что-то делать, надо хотя бы перед самим собой быть честным, что не занимаясь самообманом, например, там, принимать решения, те же самые финансовые, кадровые, партнерские, там, сотруднические. Это действительно большая ответственность, да, быть предпринимателем. Ведь на вас еще смотрят ваши дети, потому что и мама, и папа предприниматели, ведут бизнес, и вот дети все равно перенимают этот опыт. И, мне кажется, даже в общении с людьми, да. А как они себя в школе позиционируют? Есть ли проблемы? В школе проблем Нету, да? Нет. Было то, что вот сын начал там торговать чупа-чупсы в младших классах. Предпринимательская жила открылась. Такой радостный приходит, там у него там что-то потерялось, он там страдал, потом что-то у него не заплатили, потом надзорный орган учитель запретила, этим заниматься. В таком формате. Ребенок захотел зарабатывать деньги. В принципе, почему бы и нет? Сейчас в школах, например, открывают бизнес-инкубаторы. Дети там организуют. Даже в некоторых школах есть специальные киоски, где дети могут продавать свою продукцию, которую они делают своими руками. Да, и такое тоже есть. И это же тоже такое, взрастить с малого детства вот эту предпринимательскую жилку, не дать ей там иссякнуть с возрастом, да, пройдя все обучение в колледже, там, в вузе, там еще где-то, и чтобы вот он пронес через все это, и это желание не перестало им руководствовать. То есть, это очень многого стоит. Вот. И как сейчас? Вот он, чупа-чупсы, ладно, а вот он, еще что-то у него есть, вот интересные такие моменты? Да, есть. Тут летом гараж мой оккупировали. Там нашли автомат сахарной ваты какой-то год. Прямо смотрю, там народ там возле моего гаража, там дети там со всего района. Оказывается, начали продавать сахарную вату. Здорово же да, вообще. Там работники у него появились, сотрудники. Сразу, сразу директор. Да. Зазывалы там мальчики. Уже он продумал все. То есть ребенок у вас абсолютно грамотный. Он продумал рекламу, кто будет заниматься рекламой, он продумал, кто будет продавцом и кто будет отвечать за финансовую Он часть. еще баннер там нарисовал и повесил. Вот там молодец. Уже привлекают даже те, кто пришли
покупать, их привлекают, чтобы они там распространяли про них информацию. Ну, Сетевой маркетинг. сейчас дети намного свободнее, намного в этом смысле они раскрепощенные. Да, действительно, вот вы правильно сказали, вот этот проект наставничества «Деловая Якутия», который ведет торгово-промышленная палата, да, выезжая в районы, в наследие и рассказывая, вот, приглашая именно предпринимателей, которые могут поделиться своим опытом. Ведь сейчас каждый может стать предпринимателем, потому что, например, Министерство труда и социальной защиты, они предоставляют возможность там, малоимущим гражданам оформить социальный контракт на открытие собственного дела, оформить социальный контракт там, на открытие фермерского хозяйства даже, там, по-моему, сумма даже больше, почти в 2 раза. Поэтому сейчас возможностей у людей больше. Но самое главное, вот опыт, опыт. Потому что, ведь согласитесь, что легче учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных. Это совершенно верно. И когда вот видишь другие предприниматели, что рассказывают, потому что кажется, что оно очень сложное. Иногда, кажется, иногда очень, простое. Эти 2 понятия такие, рядом ходят. Простоты там очень мало, сложности, вопросы решающие там намного больше. И когда другие предприниматели, я сам учился у других предпринимателей, смотрел, посещал, консультирую, до сих пор консультирую, я очень много сейчас знакомств, благодаря вот той же самой торгово-промышленной палаты, мы очень многими людьми познакомились, и вот общаемся, друг другу советуем. Вообще прекрасно сейчас, возможностей очень много. И вот то, что нравится, вот мероприятия, проводимые вот палатой, да, то, что вот, у нас есть цели, мы идем к ним, да, трудности есть, у всех их трудности. Такого нет, чтобы трудностей никакого. Кто-то как-то и с ними справляется. Вот как с ними справляться? Вот ходишь, время прошло, 2 месяца прошло там уже. Как понедельник утром глаза открыл, пятница вечером уже где моя неделя, да? Что я сделал? Там начинаешь смотреть, что я сделал. И вот посещать такие мероприятия, уже как-то там делишься, спрашиваешь советы. И кто-то же это проходил же уже. Это же проблема не то, что мы придумали там такие, вау, там только лично, никого таких. Многие через это прошли, многие проходят, решают эти задачи. И бывает буквально то, что вот один звонок там, или 1-2 слова там прямо очень много решает. Очень классно быть предпринимателем. На такой вот яркой ноте давайте дадим несколько советов нашим телезрителям, которые мечтают стать предпринимателями. Вот что бы вы им порекомендовали? Значит, ты потом я закончу, да? Я бы хотела сказать, чтобы они не боялись и шли к своей цели. Все вопросы решаемы. Не бойтесь спрашивать, не бойтесь обращаться в соответствующие органы, не бойтесь спрашивать у самих предпринимателей, как решается какой-либо вопрос. Все предприниматели, они любят общаться, потому что общение – это главный, наверное, инструмент у предпринимателей, чтобы вести бизнес. Да. Я бы хотел конечно, очень много хочется сказать. Но тут главное, если есть идея, если есть желание что-то сделать, помочь кому-то, какие-то вопросы решить, то надо начинать. И не ждать там какого-то идеального момента, не держать у себя. Очень много идей, которые людей знаю, которые там держат идею, а вдруг расскажу, и кто-то возьмет мою идею. Действовать. Даже работая на основной работе, можно параллельно, например, как очень многие делают, создавать те же там рисунки, кто-то там помощь, волонтерство. Вот это же все предпринимательская деятельность. И я очень рад, что когда идешь в предпринимательство, учишься быть настойчивым и инициативным. И хоть если, например, многие зарубежные предприниматели, бизнесмены учат там больше конкуренции, больше конкуренции, то я бы хотел пожелать всем научиться сотрудничеству. Потому что научиться сотрудничеству – это не так просто, но без этого в реалиях нашей суровой сейчас действительности это самое важное и главное. Спасибо вам большое за такое интересное интервью, за ваш яркий пример. Благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И надеюсь, что это наша встреча с вами не последняя. До новых встреч. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.
Возвращаясь к финансовой грамотности. Финансовая грамотность позволяет создавать системы разделения труда, снижающие себестоимость продукта, что, конечно же, дает преимущество. Простой пример из жизни. У вас ремонт. Вы нанимаете бригаду. Прораб называет вам стоимость услуг и организует работу. Если бы вы взяли на себя его функции, то сократили бы свои финансовые затраты примерно на 40%. Но пришлось бы потратить время и эффективно организовать весь процесс. Это задача предпринимателя. Деньги и бизнес – две стороны одной медали. Есть люди, которые считают себя предпринимателями, но при этом не хотят вникать в финансовую сторону вопроса. Они создают продукт и ни о чем другом думать не желают. И сильно заблуждаются. Если вы не понимаете, на чем строится финансовое благополучие в вашей компании, то в конечном итоге рискуете потерять бизнес. Если финансово грамотный предприниматель поручает управление делами менеджерам, это рабочая модель. Но когда человек не осознает, каким финансовым последствиям ведут его решения, то крах предприятия – лишь дело времени. Вот что удивительно. На бытовом уровне большинство людей с основами финансовой грамотности хорошо знакомы, при том, что специально никто нас этому не учил. Мы все понимаем, что для поездки в отпуск надо ежемесячно откладывать некую сумму, что для покупки автомобиля можно взять кредит, который придется отдавать в течение определенного времени, что если у тебя нет стабильной работы или же специальность в данное время оказалась невостребованной и не стоит брать ипотеку. Но перенести житейский опыт на ведение бизнеса удается не всем. Что мы часто наблюдаем? Человек открывает дело, берет кредит на ремонт, на статусный автомобиль, а расплачиваться собирается за счет прибыли, которая, наверное, будет. В этом «наверное» будет и кроется подвох. Служащий получит свою зарплату наверняка. На нее он вполне может рассчитывать, когда оформляет, скажем, автокредит. А вот надеяться на метафизическую прибыль, которая, возможно, когда-нибудь появится как минимум, неразумно. Сначала нужно научиться производить ценность, затем продавать, предоставлять определенные услуги, поддерживать положительный баланс на банковском счету и прочее. И далее, и далее. А уж потом можно приобретать и автомобиль, или делать ремонт в офисе. Думать, будто сначала нужно вложиться в имидж – это большое заблуждение. Мы не берем кредит на ремонт в квартире, когда зарплаты хватает только на еду и одежду. Почему же в бизнесе многие поступают иначе? Для начала, чтобы просто не загубить дело, достаточно перенести свою бытовую финансовую модель на бизнес. Единственное принципиальное различие будет в методологии финансовых расчетов. А такими навыками овладеть абсолютно несложно. Главное еще на старте осознать, что бизнес и финансы неразделимы. Успешный предприниматель не может закрыть для себя этот вопрос, отдав его на откуп бухгалтеру. Вам же не приходит в голову полностью доверить управление семейным бюджетом своему ребенку или теще, правильно? Финансами семьи занимается тот, кто отвечает за ее благополучие. В бизнесе то же самое. 3 кита успеха, и давайте их рассмотрим. И рассмотрим главные финансовые инструменты. И в первую очередь поговорим об управленческом отчете, который формирует каждый предприниматель. Обычно это происходит раз в месяц или раз в квартал. Если такой отчет составляется реже, раз в год, например, инструмент перестает работать, поскольку устаревает. Цель составления управленческого отчета поможет вам понять, как на основе прошлого опыта действовать в будущем. А если прошлое уже былью поросло, составить четкие, жизнеспособные планы не получится. Управленческий отчет включает в себя 3 важных составляющих. Это баланс, достижение денежных средств, доходы и расходы. Вот эти 3 кита, на которых стоит успешный бизнес. В наших новых выпусках мы продолжим эту интересную тему, и вы узнаете много полезного и уверенно откроете свое дело, которым будете гордиться. С вами была передача «Про деньги» и ведущая Рита Якушева. До новых встреч в эфире.